Экономику России поддержит пакетом антисанкционных мер. Соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин. Правительство России уже и вместе с Госдумой приступили к исполнению вот этого поручения. Обсудим подробно прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами Альфия Кузнецова, заместитель директора по научной работе Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Альфия Рашитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Вот санкции в отношении России со стороны Запада, да, как вы считаете, готова ли экономика России была, принятые меры, которые сейчас обсуждаются, да, удалось ли накопить какие-либо резервы? Вообще, конечно же, за 8 лет тех непростых взаимоотношений, которые сложились в результате вот здесь геополитических моментов, привели к тому, что в Российской Федерации очень активно стали развиваться приоритетные национальные проекты. Очень успешно реализуется сейчас на территории нашей республики проект «Производительность труда». Очень успешно стала развиваться наша промышленность. В доказательство этому являются те передовые рейтинги, которые мы занимаем в общероссийском масштабе. Ну и вот что касается банковского сектора, то тоже всем прекрасно известно, что банковский сектор тоже был физически готов к этим санкциям. Вообще санкции – это такой инструмент давления на экономику России, который объявляет Запад, да, но только ли на экономику России действуют вот эти санкции? Конечно же, санкции распространяются в первую очередь на простых людей, которые работают в малом и среднем бизнесе. Безусловно, санкции негативно могли сказаться в первую очередь на самих авторах этих санкций, по той простой причине, что в 2014 году, когда впервые были разработаны эти санкции по отношению к нашей стране, вот, например, численность поголовья коров в странах Европейского Союза сократилась примерно на 20%. А себестоимость этого молока увеличилась на 30%. Рынок сбыта потеряли, который шел в Россию? Конечно, они потеряли рынок сбыта. И, конечно, нам тоже всем известно, что одним из каналов реализации они использовали нашу Республику Беларусь. Республика Беларусь за эти годы реализовывала на 60% продукции больше, чем производила сама. Об этом свидетельствуют цифры, это есть в наших публикациях научных, поэтому, конечно, здесь совершенно очевидно, что санкции ударяют не по Российской Федерации в первую очередь, а по самим простым жителям и гражданам стран ЕС. Стоит ли ожидать, что сейчас точно так же санкции, которые очень сильные, про них так и говорят, тотальные санкции, да, в отношении России, что они нанесут урон и Западу? Конечно, Россия сильная страна и всегда выдерживала всевозможные испытания. Вот согласно совершенно свежим данным, мы в настоящее время, Республика Башкортостан, ориентировочно 50% того импорта, который к нам поступал, соответственно, эти каналы реализации пока сейчас прервались. 50%, но это же не все. Вот. Ну и стоит добавить, что 50% населения всего земного шара санкции по отношению к Российской Федерации не применяла, не предъявляла. Поэтому остается надеяться, что, конечно же, страны Содружества независимых государств, а также все наши друзья, которые остались в числе стран дальнего зарубежья и не предъявили никаких санкций к Российской Федерации, перераспределят те каналы, те потоки производственные, продовольственные и продуктовые, которые временно сейчас остались недоступными. Все это решаемые вопросы. Рынок сбыта может быть перенаправлен в сторону Китая, в сторону стран ШОС и БРИКС, и, конечно, наших дружественных Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и так далее. С экономической точки зрения продовольственная безопасность сейчас на каком уровне находится? Стоит ли здесь чего-то опасаться? Вообще, Республика Башкортостан всегда являлась визитной карточкой в плане успешного развития сельского хозяйства. Об этом знают многие представители многих регионов Российской Федерации, да и в мире, собственно говоря. Конечно, это очень хороший шанс для наших сельхозтоваропроизводителей завоевать еще большую нишу на рынке, еще больше каналы реализации на внешних, соответственно, рынках. И что касается продовольственной безопасности, конечно же, как и в любой стране у нас есть свои проблемы, но эти проблемы решаемы, и за счет санкций, конечно, сейчас активация решения этих вопросов будет происходить в нашу пользу. Банковская система, она также подвержена санкциям сейчас, да? Вот
Какие основные моменты вы могли бы отметить в этой части? Но нужно сказать, что вот рефинансирование банковского процента, которое мы наблюдаем со стороны Центрального банка, оно сейчас осуществлено с той целью, чтобы сохранять денежные средства местного населения, с одной стороны, ну и с другой стороны, для того, чтобы активизировать также деятельность малых и средних предприятий. Я думаю, что здесь тоже все под контролем, никакой панике поддаваться не нужно, все проблемы решаемы. Ключевая ставка, вот подняли ее с 9,5 до 20%, вы про это говорите? Да, конечно. Это имеете в виду? Да. Угу. Сбережение граждан, какие рекомендации мы можем дать здесь жителям? Ну, вопрос, конечно, интересный. Если есть сбережения, то нужно вкладывать их в образование, однозначно. Человек не потеряет ничего, если он будет вкладывать в свое образование, с одной стороны. Конечно же, второе направление – это собственная продовольственная безопасность, это те участки садовые, пригородные, в которых любит трудиться наше население. Это тоже один из вариантов. Ну и так далее. Там уже у каждого свои приоритеты, и здесь рецептов каких-то однозначных, я думаю, давать не стоит. Мы знаем, что на совещании по экономическим вопросам президент страны Владимир Путин дал поручение сохранить в договорах кредитные ставки, кредитные условия, да, которые уже выполнены. Банки заверили, что изменений каких-либо вносить не будут уже по выданным кредитам. Это вообще выполнимо? Да, конечно, это уже успешно реализуется на практике. Единственное, к этому хотелось бы добавить, что помимо всех прочих инструментов, которые успешно реализует наше правительство, сейчас очень активно стал развиваться IT-сектор. В том числе молодым специалистам, занятым в IT-секторе, будут разрешать выдавать кредиты под 3% годовых. Кроме всего прочего, здесь есть специалистам IT-компаний будет предоставлена отсрочка от службы в вооруженных силах до 27 лет. Ну и вот освобождение от высокотехнологичных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными государственными органами на 3 года. Это тоже хороший инструмент. Альфия Рашид, ну и такой житейский вопрос нашим телезрителям. Что вы можете посоветовать, вот как сейчас реагировать на любые новости? На любые новости нужно реагировать максимально мудро, спокойно, рассудительно. Мы переживали еще и не такие экстремальные ситуации. Поэтому, конечно, тут терпение и труд все перетрут. Альфия Рашид, ну а как вообще Россия отреагировала на такие экстремальные условия? Вообще Россия очень быстро среагировала на то снижение акций наших энергетических компаний и за 2 дня буквально смогла вернуть в Российскую Федерацию около 30% акций наших крупных энергетических компаний, заработав таким образом около 20 миллиардов долларов США. Что это означает? Это означает, что доход от нефти и газа больше не будет уходить за границу, и что эти денежные средства будут оставаться в нашей стране, и рубль поднимется сам собой, не нужно тратить золото, валютные резервы для того, чтобы его искусственным образом поддерживать. Каким образом это на экономику повлияет? Конечно же, положительно. Вообще санкции могут стать отправной точкой для роста экономики, для развития. Тем более, что единственный правильный путь – это, конечно же, производство именно товаров высокого качества, собственного производства. В 80-е годы мы знаем, что и в Германии, и в Японии как бы такой лозунг процветал, производство продукции высокого качества любой ценой. И мы знаем, что страны к этому пришли. Я думаю, что и у нас будет именно такой же положительный сценарий. Мы сейчас во всех отраслях экономики должны отработать все вопросы, связанные с импортозамещением, с успешным вопросом повышения качества продукции, с увеличением доли экспорта в мире. И я думаю, что, соответственно, экономика восстановится. Конечно, для этого потребуется время, но все будет хорошо. Спасибо большое, Альфия Рашитовна. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. И сегодня с нами была Альфия Кузнецова, заместитель директора по научной работе Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.